Надоечы мы расказалі вам гісторыю нявесты палітвязня, якая стала ягонай жонкай у засценках турмы. Ім не дазволілі нават пацалавацца. У дзяўчыны складанае матэрыяльнае становішча. На вяселлі не было ні букетаў, ні падарункаў. Нашыя гледачы не кінулі яе ў бядзе і паспрабавалі сабраць невялікі пасаг. В прошлой программе я говорила о том, что я хотела бы купить дом для черепах, аквариум. И так вот вышло, что люди откликнулись и нам помогли. Они нам подарили аквариум, в котором сейчас вот живут черепашки. Им сейчас здесь комфортно, уютно. Исходя из нашей ситуации, я могу сказать, что нам помогают абсолютно незнакомые люди, даже на примере там родных, которых ты знаешь много лет, с которыми ты живешь в одной квартире. Они просто тебя отказываются, потому что ваши мнения просто не совпадают. А совершенно незнакомый человек, которого ты вообще никогда в жизни не видел, не знаешь, даже не представляешь, как он выглядит, он помогает, и это как-то даже приятно, и с другой стороны это удивляет немного, потому что, такого не бывает, кажется. Такую статуэтку нам подарили незнакомые люди, которые просто увидели на репортаж, в котором я рассказывала о свадьбе, о своем муже, который сейчас в заключении. Они откликнулись и нам подарили вот такую статуэтку. На самом деле очень приятно. Такие белорусы настоящие. В прошлом репортаже я говорила, что у меня есть брат и сестра, которые нуждались в помощи к школе, и тоже люди откликнулись, нам помогли, собрали для школы наборы. И я своему же брату и сестру это все передала, они очень довольны остались. И маме немного легче, потому что у нее тоже свои проблемы есть. И они за это хотели бы тоже поблагодарить всех. К сожалению, лично они не могут это сделать, но я могу это сделать за них. Письма от Жени не приходят, звонки сейчас тоже в последнее время не знаю, как он там, что он вообще, все ли у него нормально, может в ШИЗО какое-то его посадили, или может просто заболел и поэтому не может там позвонить. Узнать ни у кого тоже это невозможно. Просто жду изо дня в день, что просто совершится чудо, он позвонит. Женя в Могилеве сейчас находится, то есть туда дорога занимает 3 часа и обратно примерно столько же. Он у меня сладкоежка, любит шоколадки, поэтому купила достаточное количество, чтобы он хоть как-то порадовался, находясь там. Я очень жду свидания, потому что это первая наша встреча будет после свадьбы. Это очень долгожданный момент. Хотелось бы, чтобы это случилось поскорее. Я считаю, что письма, конечно, нужно писать, несмотря на то, что они там не доходят. Они, возможно, дойдут, и спустя какое-то время, и человеку будет приятно, что о нем помнят, что его не забыли, что о нем заботятся, просто поддерживают. И ему это тоже надаст какие-то силы, энергию, чтобы не падать духом, а держаться и просто знать, что все скоро закончится, и он вернется домой. Найвялікшая радасць для беларусаў цяпер гэта радасць салідарнасці. Дзякуй усім тым, хто падтрымаў нашу гераіню. Калі вы хочаце дапамагчы іншым нашым героям, гэта можна зрабіць публічна ці ананімна з любога пункту свету. Лістуйце да нас і памятайце: беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога.